Так, легкий ветерок с утра. Но учитывая, что у нас октябрь, вторая половина, день короткий, дюже короткий стал. Сейчас выйдем, уток сразу не стрельнем, так компоты. У нас сети взять, перебрать, наверное, рыбалкой займемся, да? Да. Ведро хоть взял? Самые маленькие взял. Ясно. Это ты намекаешь, что много попадет. Ладно. Главное рыбалку уложиться и успеть до темноты. Рыбалка у нас простая, на сети, на озерах. Слушай, это мне кажется или нет? Иногда снежинки долетают до лица. А двоим кажется, а это уже факт. Мне тоже казалось. Вроде плюс 4, а видишь, снег слегка. Вверху холод, наверное. В принципе, что тут удивительного? Октябрь, вторая половина. Уток нету. Ну, в принципе, это неудивительно. Ну, мы сетками займемся. Занимаемся сетками, да. А то день короткий. А то я вчера в темных сумерках уже к избушке подхожу, я тропу перестал видеть. Темно. Хорошо лес знакомый. И знал, где примерно тропа идет. Топай себе тихонечко. Думай свою думал. Хоп, меня по макушке. Оглянулся, от меня птица отлетает. Шаг отошел, смотри, метрах 7 сидит. Что за птица, думаю, такая удлиненная, серая. На сойка не похожа, на дятла никакого не похожа. Потом морду повернула. Совиная морда, ну, ясно. Я его успел снять, то ли секунду, то ли две. Потом гад улетел. Только мне он показался, я сначала глазам не поверил, туда ли на него навел. Он, по-моему, вообще маленький, сантиметров 15 от силы. Из-за этого я и вроде какой-то гомылек, то ли птица, то ли не птица, что-то такое малюсенькое. Я и не ожидал, то ли совенок, то ли вид такой маленький, усов бывает. Маленький, но жадный, наверное, Да. хотел меня схватить и утащить на закусь. Может, у тебя бакенбарды развивались, и он тебя за рябчика принял. Но интересно. Ну что, ветер, конечно, сбивать будет, поэтому я сетку с рыбой собираю и к тебе буду подвозить. Между сетками достаточно большое расстояние, то бишь по очереди. Я смотрю, ты уже приготовился. Ведро достал. Слушай, что-то холодно. Меховой без рукавка одену. Ладрыга. Надо было потолще свитер одеть. То ли дело. Ну что, поехали кататься. Какого-то жука назвали короедом. Настоящий короед — это бобер, блин. Лесоруб, мать его, за ногу. За ночь так объел. Так, но первой сеткой проверю вдоль бобриного обеда. Обглодали всю березу бедные. И эта сетка у меня уходит на яму. Тут яма 6 метров. Сейчас проверим. Ветер приличный, сбивает. Благослови трястись. Щучки. Вот, да. Рыба, можно сказать, есть. По крайней мере, сетку жгут, веревку собрали. Есть, в принципе, рыба есть. На склоне ямы больше щука, а в яме плотвы больше. Как гонит ветер. Ну, надеюсь, сетка разберется. Щуки грузила, поплавок, все перепутали. А где не завязал или нет? Нет, а она в куртке. Хорошо. Ни хрена себе. Так, в принципе, и здесь неплохо попало. Край травы практически не было. Там одна щучка.
Щучек вообще тут 2 или 3 штуки. Сплошняком плотва. И плотвы порядочно попало. От берега за 15 метров есть канава глубины. По этой канаве глубины и попало. Тоже, в принципе, что только 90% плотвы тут попало. И неплохие экземпляры. Рыба есть. Надо будет дяде Валерий помочь. Рыбу собрать. 2 сетки взял. Сейчас рыбу соберем и следующие съезжу. Ух ты, ветер гонит. И грести не надо. Кошмар. Можем. Ой, блин, плотва. Не хочешь? Фу. Сколько тут рыбы, интересно. Так тяжело тащить. Тут одна плотва. Ха! Практически. Ой, пока донес. Силы кончились. Фу, одной рукой. Ну как, плотва на вторую сетку нормально попала? Нормально. По-моему, даже очень нормально. Да и на первой неплохо. Да. Так что плотва на яму вышла, можно сказать. Мык попался. Слушай, там один товарищ говорит, наблюдаю, говорит, за вами рыбные банки жуете, когда на рыбалку ходите. И спрашивает, вроде бы приметы стараетесь соблюдать, а как это вы рыбные банки кушаете? Когда рыбные банки кушаешь, рыба хреново попадает. Ну что товарищу сказать в этом случае? Меньше примет знаешь, больше попадает. Я такой приметы вообще не слыхал. Кушать рыбную банку и еще и рыбы якобы плохо попадает. Походу придумал. Ну, по крайней мере, перебарщивать не надо с приметами. Не знаю, как насчет его примет, но могу точно сказать, скумбрия и килька на улов не влияет. Окунь попался. Да. До сих пор вся плотва была, да? Не представляю. Сопротивляется. Блядь, фигня. И с этой стороны одна стенка, а где дырка, никакой дырки нет. И что, я через брюх тащить? Ну, я мучаюсь. Ну, пообедать успели, дождь пошел. Так, плащ что ли натянуть? Зато ветер стих. Веревка сетки сразу ходит на глубину. Первый признак, что что-то попало. Проверяем. О, есть что-то. Есть. Сейчас будем собирать. Пожалуй, все сетки нормально сработали. Последнюю сетку тоже будь здоров попала. Ну что, рыбные приключения заканчиваются или нет? Ни хрена себе. Прилично прибавила груза. Это сетка. Что-то тяжеловато эту дуру тащить. Как сразу легко пошло. Красота. Когда ты из бушки пошли, ты взял ведро и промолчал. Я втихаря еще 2 пакета взял. Думаю, вдруг больше будет. А я смотрю, ты тоже вон в пакеты кидаешь. Думаю, было тоже 2 взять, но 1. Думаю, хватит. Да. А вот это, скорее всего, точно примета. Одно ведро берешь, попадает. А кучу ведер берешь, не попадает. Дома посмотрим, но 2 ведра это минимум уже, может даже чуть больше будет. Последнюю сетку тоже порядочно попал. А с прогнозом сегодня угадали, обещали дождь, и дождь идет. Так, кажись, на 3-е ведро. Счет рыбы пошел. 3 часа
в лесу. А в лесу целый день сумрак. Рыбы хрен не знает сколько. Ведро и целлофана. Дома посмотрим в ведрах, у литра. Добыча приличная. Чтобы лямку рюкзака не порвать с лодки. Оденем рюкзак. Хо-хо-хо. Ни хрена себе наловили мы. Как выгляжу? Нормально. Идем. Ну как, у тебя терпимо? Поеду. Терпимо, нетерпимо, все равно тащить. Да. Ну, в избушку. Домой. Я смотрю, сил у тебя на исходе. Нет, не на исходе. А, еще есть? У меня такой ход будет. А. Ну давай я сейчас с полным газом в избушку пойду. Скину Мне грузы всё равно, что делать. и потом навстречу тебе схожу. Груз, конечно, тяжеловат. Ха, наловили. Без перекура не обойтись. При перекуре, чтобы спину не давило, плечи отдохнули. С упором отдыхаю. Фух, 2 секунды. Лес шумеет потихоньку. Все, хватит. Много вредно отдыхать. Ружье не забыл? Не забыл. Так, груз бросил. Так легко стало. Идем спасать дядю Валеру. Через час низги не видно будет. Ровно 4 часа. И в еловом лесу уже приличные сумерки. Так, ну я здесь посижу. На лавице тоже посидел. 5 минут. Ну ты быстро, я вообще-то ожидал где-то там на лугу где-то. Так, ну ладно. Собственно говоря, мне спешить никуда. Я тоже посижу. Ай, ай. Это еще не сумерки. Ну, на небеса глядеть, да, а в лесу, мама мия, приличные сумерки. Быстро темнеет. Слушай, а утренняя сова, которая дообеденная, которая на тебя кинулась, на голову цапнула. Я когда ее увидел, мне показалось, что она вообще сантиметров 10. Малюсенькая. Я 15 сказал, это, по-моему, я преувеличил. Не должно. Уж больно маленькая какая-то она. Маленькая есть. Самая маленькая из всех наших сов. А, это вид такой. Да. Увиденная нами лилипутная сова – воробьиный сыч, которого отмечают как самую маленькую сову Евразии. Длина тела 15-19 сантиметров, причем самка больше. Почему сделал нападение на шапку Валерия Батьковича? Вопрос интересный. Для данной совы характерно нападение на птиц и животных, одинаковых с ним по размеру. Но не разглядеть под шапкой 100-килограммового мужика, наверное, что-то выпил перед этим, и достаточно крепкое. Но она откровенно камеры испугалась. Вот камера открылась, там же как взгляд, и практически сразу слетела. Редиска не могла артисткой побыть, поснимать. Так, ага, ну у тебя вес тоже есть. Был. Самое главное для меня ружье не забыть. Опыт есть. Да. Не. С меня одной почти ночной беготни хватит. В сумерках. Я пошел, свет зажгу, за водой схожу. Ну что, дошли! Ну рыбу разделывать, наверное, завтра будем. Да. Завтра есть мере. Сколько мы наловили? Ну что, меряем улов в литрах, в ведрах. Первая 10. Вторая 10. 2 ведра с гаком. Литра 4, наверное.